Анна, спасибо огромное за очень приятные слова, теплые слова. Я очень рада сегодня оказаться с вами. Я с вами говорю из Германии, где я сегодня работаю. До этого я работала в Центральной Азии, в Ташкенте. И, как я уже говорила, я очень рада встрече с вами. Я бы хотела рассказать о программе. Пожалуйста, давайте мы начнем сейчас обсуждать мою презентацию. Пожалуйста, следующий слайд поставьте. Моя презентация. Я не вижу следующий слайд. Пожалуйста, поставьте следующий слайд, и мы начнем нашу презентацию. Хорошо. Все, отлично. Итак, это повестка дня на сегодняшний день. Я думала, что я буду не только давать информацию о Зеленой Центральной Азии, но я думаю, что мы будем в более широком формате работать. Я буду объяснять, почему мы все должны работать над вопросами адаптации к изменению климата, смягчению последствий митигации. И как представитель Германии я также объясню немного о европейском зеленом курсе, что это за курс и почему он так называется, какие мероприятия предусмотрены в рамках этого курса. Вы знаете, Германия член Европейского Союза. Затем я подумала, что было бы также интересно для коллег из Кыргызстана немного рассмотреть вопросы о существующих в мире международных финансовых механизмах, когда речь идет об адаптации к изменению климата, потому что, конечно же, это очень серьезный вопрос, вопрос бюджета, не только для Центральной Азии, но для всего мира, для европейских стран. Вопрос это не праздный. И я также подумала, что поскольку, насколько я понимаю, некоторые из вас, может быть, не все, вы будете участвовать в составе делегации Кыргызстана в Глазго. Я думаю, не было бы интересно с вами обсудить некоторые вопросы, связанные именно с этой поездкой, с этим участием. Тоже важные вопросы. И я вам также объясню об инициативах «Зеленая Центральная Азия» и как мы могли бы вместе поработать в последующие 2,5 года, потому что вы представляете те стороны, которые занимаются вопросами экологии, Министерство экологии. Конечно, мы должны стремиться усиливать наши взаимоотношения, улучшать их. И я объединила в последнем слайде больше объема информации относительно источников, ссылки на различные источники. Я абсолютно уверена, что и Анна, и Володя, они с удовольствием поделятся с моей презентацией с вами, чтобы вы получили всю эту информацию. Я прошу прощения за то, что моя презентация только на английском языке. Я говорю на английском, но я понимаю русский язык, но, конечно, мой русский не такой уж хороший, чтобы все это понимать. Я полагаюсь на переводчиков и благодарю переводчиков за то, что они нам помогают, стараются изо всех сил. Следующий слайд, пожалуйста. Вы все знаете, что сейчас существует большая потребность в действиях, потому что за последние годы мы получили тревожные данные, показатели из международного научного сообщества. Вы знаете очень хорошо, как обстоит ситуация на сегодняшний день. Мы сейчас только рассматриваем основные показатели. Вот с правой стороны графики, где вы можете увидеть, что углеводороды, их выбросы за последние годы, 171 год, увеличились в объемах, увеличились выбросы СО2, и терпеть такую ситуацию больше нельзя. И углеводороды, они увеличатся с одной стороны, с другой стороны, глобальное потепление также угрожает всей планете, вы знаете об этом очень хорошо, мы чувствуем это в Центральной Азии, вы все чувствуете, и последние 19 лет после 2000 года были самыми жаркими. Вот это все тревожит. Следующий слайд, пожалуйста, покрутите. В Центральной Азии у нас также ситуация с водным стрессом. Центральная Азия – это второй во всем мире регион
после Северной Африки, где существует такой высокий уровень водного стресса. В Кыргызстане вы в более удобном положении, потому что вы страна, где образуются водные ресурсы, но тем не менее в Центральной Азии в целом ситуация удручающая. Ну, у вас тоже проблемы есть в Кыргызстане, то есть динамично тают ледники, тоже ощущается проблемы с водой по разным причинам, включая эту причину. Но Центральная Азия в целом имеет уровень водного стресса 87,9%. Это означает, что мы поглощаем, употребляем больше чистой питьевой воды на самые разные цели. И даже очень много воды потребляется больше, чем раньше, странами нижними, то есть те, которые пользуются водой, образующейся в ваших странах. Все это создает стресс. Следующий слайд, пожалуйста. Мы сейчас подходим к тому, о чем я уже говорила. Это европейский зеленый курс Европейского Союза. Это вот то направление, и я уверен, что это направление, этот курс также повлияет на Центральную Азию, на вашу страну, Кыргызскую республику, конечно же. Европейский Союз стремится к тому, чтобы сократить на 55% к 2030 году выбросы парниковых газов. И это предложение возникло 14 июля в этом году. Это сокращение до этого уровня. Фактически, чего хочет достичь Европа? Это сокращение выбросов парниковых газов. И цель, которую мы хотим достигнуть через это иметь чистую воду, чистый воздух, сохраненное биоразнообразие, энергоэффективные здания, здоровую пищу, больше общественного транспорта, более чистую энергию и новые технологические инновации, продукты, которые длятся дольше по сроку службы и улучшение системы переработки мусора, твердых отходов и так далее. Мы также хотели бы достичь улучшения качества обучения специалистов в рамках переходного периода, чтобы в промышленность, сельское хозяйство были устойчивыми. И все эти вопросы упоминаются Европейским Союзом как первопричины для того, чтобы достигать этих целей. Они касаются не только Европейского Союза или Центральной Азии, но и всего мира. Вот эти цели, они злободневные для всего мира, получается. Следующий слайд. Европейский Союз фактически стремится сейчас к климатической нейтральности, то есть цель заключается в том, чтобы достичь этого к 2050 году, такой вот климатической нейтральности. Времени не так много, и для этого нужно работать. Для того, чтобы достичь нашей цели декарбонизации, необходимо снижать выбросы во всех секторах, от промышленности, от энергетики до транспорта и сельского хозяйства. Изменение климата – это глобальная угроза и может быть решена только на глобальном уровне. И для этого у нас есть рамочная конвенция по изменению климата, КИРК ООН и Парижское соглашение. И параллельно митигации, вдобавок к митигационным мероприятиям необходимо добавлять еще и реализовать адаптационные меры. Несколько пунктов, связанных с действиями со стороны Европейского Союза. Это основные пункты действий ради понимания того, чтобы
понимать эти действия, я объясню вам 4 основные. Это Европейское климатическое законодательство, Европейский климатический пакт, стратегия адаптации для Европейского Союза и климатическая дипломатия. Давайте начнем с европейским законодательством, законом, который вступил в силу совсем недавно, 29 июля 2021 года. И он устанавливает несколько целей. В этом законе предусмотрена основная цель – это достижение климатической нейтральности эффективным способом и социально справедливым образом. А это для нас очень важно, чтобы у нас была индустриальная революция, она осуществилась во всем мире, и это мы ожидаем, чтобы ее последствия были для всех, для нас положительными. Но необходимо, чтобы эта революция индустриальная, она была реализована на основе нулевого уровня выбросов для того, чтобы социально результаты должны быть приемлемыми для всех. То есть никого нельзя оставлять без внимания, то есть ситуацию необходимо улучшать во всем мире с выбросами, с очищением. Также цель создания системы мониторинга прогресса, успехов и принятия последующих действий, обеспечение предсказуемости для инвесторов и для других экономических акторов. То есть мы не можем только лишь ограничиваться только лишь сокращением выбросом, но необходимо реализовывать другие мероприятия, серьезные мероприятия. Необходимо сделать все для того, чтобы переход к климатической нейтральности был бы необратимым процессом. Ключевые элементы этого закона, они также имеют общую цель достижения общего нулевого показателя выбросов парниковых газов к 2050 году. И 25 государств, стран-членов Европейского Союза должны предпринять для этого соответствующие меры и на региональном, и на страновом уровне для достижения этой цели. Климатический закон также включает меры для того, чтобы отслеживать прогресс и корректировать соответствующим образом все действия на основе существующих систем, таких как процесс управления для стран-участников, национальные энергетические и климатические планы, регулярная отчетность европейскими экологическими агентством и научные доказательства изменения климата и его воздействия. Прогресс будет рассматриваться и делается его обзор каждые 5 лет в рамках Парижского соглашения. И, то есть Европейский Союз хотел бы стать одним из основных основ поддержки и реализации Парижского соглашения через действия, мероприятия, которые должны реализовываться в 25 членами и в течение последующих лет. Следующий слайд. Климатический закон также включает пару очень важных моментов, то есть правовой цели заключается достижение климатической нейтральности к 2050 году, амбиции к 2030 году климатическая, это на 55% снижение общих выбросов, то есть по сравнению с 90-м годом, и шаг за шагом достижение более амбициозных целей. То есть для того, чтобы достичь их без создания какой-то опасности для благосостояния людей, для системы производства, чтобы люди не теряли работу законно, а также имеют обязательства
в отношении негативных выбросов, это означает, что меньше и меньше выбросов должно являться нашей целью и задачей. Европейский научный консультационный совет по изменению климата будет создан. Это очень важный момент. Это также важно и для Центральной Азии, чтобы мы все поддерживали друг друга в том, чтобы заполнить брешь между политикой и политическими решениями и наукой. И вы, коллеги, представляющие Министерство экологической защиты, должны сыграть в этом вопросе ключевую роль, самую важную роль, потому что именно вы будете постоянно в тесном контакте, должны будете работать с учеными и информировать ваше руководство о том, что необходимо для снижения выбросов парниковых газов и для адаптации, митигации изменения климата. Есть, конечно же, очень много серьезных мероприятий необходимо реализовать для адаптации к изменению климата. В этом направлении должна быть тоже своя политика и готовиться секторов к решению этих вопросов через дорожные карты. Конечно, на глобальном уровне эти вопросы являются очень важными, поэтому необходимо работать на межсекторальном уровне. Это означает, что мы не можем рассматривать только лишь экологические вопросы, мы должны рассматривать такие сектора, как промышленность, сельское хозяйство, состояние людей, социальные вопросы, экономические вопросы и тесно сотрудничать друг с другом. Следующий слайд, пожалуйста. Европейский климатический пакт – это следующее действие, которое также реализуется. Это платформа, инициатива для того, чтобы соединять и делиться знаниями относительно изменения климата и предлагать какие-то решения по этим вопросам. И на самом деле это инструмент, который должен включать и население, и гражданское общество, для того, чтобы продвигать информацию, делать ее более популярной, известной и помогать более активному участию всех сторон, заинтересованных сторон в принятии решений. И необходимо защищать людей, интересы людей и быть впереди. И, так сказать, вести их в правильном направлении. Потому что здесь мы есть наша сегодняшняя встреча, мы имеем, участвуют представители гражданского общества. Гражданское общество, конечно, вы заинтересованы в этом. Адаптационные меры и Европейский парламент также принял цели по снижению выбросов парниковых газов в марте и в январе 2020 года. Они также включены в общую стратегию, но все эти пункты, они также объединены и гармонизированы с положениями Парижского соглашения и Конвенции ООН. Здесь вот внизу вы видите ссылку на данные документы. Вы можете открыть и посмотреть. Что касается региональной адаптационной стратегии для Центральной Азии, вы сможете больше услышать чуть позже об этом, когда я буду говорить об инициативах Зеленой Центральной Азии. Но здесь я бы хотел сказать, что мы будем наблюдать за тем, как мы фактически будем объединять все эти усилия между Центральной Азией и Европейским Союзом, и это необходимо для того, чтобы учиться на опыте Европейского Союза, адаптировать все наработанный опыт для потребностей Центральной Азии. И последнее по
действиям в рамках европейского курса, это зеленая дипломатика. Следующий слайд, наверное. Сейчас Европейский Союз, он продвигает свою европейскую климатическую конвенцию, подписывают двусторонние соглашения, многосторонние соглашения между собой, с другими странами. И хорошим примером является помощь в подготовке центральноазиатской стратегии в этом направлении на международном уровне, а также оказание финансовой помощи в развивающимся странам в их усилиях в решении проблем, связанных с изменением климата. Что касается переговорщиков между вами, я бы рекомендовала посмотреть на пару соответствующих документов. Вот здесь дается ссылка. Есть документы о климатической выводы по климатическому финансированию, по стратегии биоразнообразия до 2050 года и также выводы по дипломатии, зеленой дипломатии, где также дается информация по всем этим направлениям и другим вопросам. Как я вам уже обещала в самом начале, я также собрала некоторую информацию относительно того, как получить доступ к климатическому финансированию. И здесь у вас вы можете видеть несколько возможностей. Вы все слышали, скорее всего, об глобальном экологическом фонде, и в рамках этого фонда есть специальный фонд по изменению климата, который поддерживает менее развитые страны. Есть, конечно, зеленый климатический фонд, который был создан в 2010 году, и есть адаптационный фонд. И для зеленого климатического фонда, если у вас есть интерес в рамках министерства к этому вопросу, мы в рамках нашей программы имеем контактное лицо с этим фондом. Это Focal Point, русскоговорящий эксперт, и он уже сказал, что заявил о том, что он будет очень рад обеспечить вам или организовать с вами, встретиться с вами отдельно по вопросам доступа к ресурсам из этого фонда. Вот отдельно он готов с вами встретиться, он говорит по-русски. Адаптационный фонд, но впервые он сейчас будет применяться, и Центральная Азия имеет доступ к этому фонду через проект ЮНЕСКО по мониторингу значит, ледников и Центральной Азии, и включает Кыргызскую республику. На веб-сайте ООН по климатической конвенции дается информация, графики и цифры по данному вопросу. И в этой презентации есть ссылки на все эти сайты, где вы можете получить более подробную и объемную информацию. Как я уже говорила, я бы хотела дать вам некоторую информацию по переговорам. Я взял эту информацию от коллег, которые работают в германской организации «Климатическая прозрачность». То есть это германская группа в рамках этой организации, они реализуют различные проекты. Я сама никогда не принимала участие в переговорах по вопросам изменения климата, адаптации, но они мне сказали о том, что вы можете пройтись по пунктам сами. Я вот пункт, например, 4, то есть определите группу по переговорам, которая наиболее тесно поделится вашими интересами вашей страны. Какам, например, это Центральная Азия,
Кавказская, армянская, молдавская группа из Центральной Азии. На сегодняшний день Казахстан, Узбекистан и Туркменистан находятся в этой группе. Это вот то, что я хотела отметить, и некоторые возможности, о которых я слышала от коллег, которые занимаются переговорами, они очень сложные, и это очень трудно найти правильный путь, если вы особенно участвуете в переговорном процессе впервые. И очень интересным и полезным является то, что скачать приложение в рамочной конвенции ООН, и она поможет вам в проведении переговоров. И также это будет хорошей возможностью для вас значительно облегчить вашу работу по переговорам. Я также хотела бы передать некоторую информацию, очень хорошая информация, в отчете по климатической прозрачности 2021 года. Оно дает подробную информацию о 20 странах, их действиях по борьбе с изменением климата, а также по вопросам их адаптации и к изменению климата, им смягчения последствий изменения климата. А вот Российская Федерация является частью этой группы, и это могла бы быть хорошая информация для вас, для постсоветских стран, потому что вы через 2 недели уже будете участвовать в этом совещании, и информация эта может быть полезной для вас. Также, если есть руководство, то вы можете получать практическую информацию по участию в переговорах. Значит, изучите климатическую терминологию для переговоров. Можете получать ее и через интернет. Есть также краткий обзор о Конвенции по изменению климата с ее структурой организационной, отделами, подразделениями. Из этого секретариата вы можете также получить информацию касательно подготовки и проведения переговоров. И также интересным является регистр. Он используется для многими странами в мире. Вы можете получить здесь информацию о том, какие меры предпринимают другие страны. Также такая информация доступна на веб-сайте этой организации. И там говорится о технической поддержке совещания КОП-26. Вы это можете информацию найти в интернете. После отчета о прозрачности климатической я хотел бы попросить вас еще открыть. Поднимите еще выше, пожалуйста. Слайд еще, следующий. Нет, в другом направлении нужно, да, еще. Вот здесь, да, пожалуйста. Здесь вы видите то, что я сейчас сказал, и вы можете кликнуть на эти ссылки и получите информацию. Еще дальше на один слайд переключитесь, покажите. Когда мы подходим к зеленой Центральной Азии региональной инициативе по климату и безопасности в Центральной Азии и Афганистане. Зеленая Центральная Азия – это региональная инициатива, имеет целью начала диалога об изменении климата
и рисков для Центральноазиатского региона, поддерживают предотвращение конфликтов и усиливают трансграничное сотрудничество по вопросам влияния изменения климата. Также вносит вклад в реализацию новых стратегий Европейского Союза, Центральной Азии, новые возможности для более сильного партнерства, принятой Европейским Советом 17 июня 2019 года. В частности, климат и безопасность – это одни из приоритетных районов для Германии, когда Германия в 2019, 2015, 2019, 2020 году была непостоянным членом в Совете Безопасности ООН. Здесь я хотел также, она направлена на усиление устойчивости к изменению климата, к внешним и внутренним рискам. Также необходимо вести политический диалог, основанный на научных данных, повышать осведомленность общества об вопросах изменения климата и адаптации к нему. Существуют немецкие учреждения, которые являются тесными партнерами центральноазиатских организаций. Здесь мы как в этой сфере работаем не только в лице GIZ, у нас есть множество партнеров, это вот немецкие исследовательские учреждения по геонаукам, Потсдамский институт исследования воздействия климата, а также Германо-Казахский университет в Алматы, также университет, они работают совместно с GIZ и совместно с немецким исследовательским центром. На слайде, который, давайте, следующий слайд, пожалуйста. Я собрала здесь вместе, я попыталась собрать вместе в графическом изображении, что необходимо делать с нашими центральноазиатскими партнерами. Вы видите здесь зеленая Центральная Азия. Они работают вместе с центральноазиатскими правительствами, с научными кругами, с гражданским обществом, с германской инициативой и международными заинтересованными сторонами. Наши партнеры – это 5 центральноазиатских республик, и недавно мы вовлекли Афганистан, но из-за недавних политических событий и учитывая то, как развивается ситуация в Афганистане, мы будем все-таки считать их партнерами пока. И центральноазиатские правительства, и через них, и через региональные организации, как ICWC, с кем мы тоже тесно работаем, в частности, с международными инструментами, работаем с конвенциями, частью которых является Кыргызстан. Вот, Рамсарская конвенция, Парижское соглашение. Мы ожидаем дальнейшего сотрудничества с центральноазиатскими странами в рамках многих конвенций и других международных инструментов для усиления роли Центральной Азии. Международные заинтересованные стороны, здесь у нас есть партнерские организации, конечно, мы сотрудничаем и информируем друг друга в рамках Европейского Союза. И эта инициатива является частью вклада
в стратегию ЕС и Центральной Азии, а также мы сотрудничаем с инициативой Швейцарии и с другими финансовыми учреждениями, со Всемирным банком, с АБР и так далее. Может быть, важным является также, что у нас есть инициатива. В рамках данной инициативы мы пытаемся организовать и более в всеохватывающем форме германскую инициативу в Центральной Азии и вовлекая министерство в эту инициативу Центральной Азии и Европы. Работаем в рамках проекта и над инициативой, выдвинутой Министерством экономического развития и сотрудничества, и немецким Министерством окружающей среды, немецким Министерством по исследованиям и образованию. Гражданское общество это может быть интересно для вас. У нас есть и научные партнеры, с которыми также тесно сотрудничаем, и IUCN, и с немецким неправительственными организациями по окружающей среде и университетами. Следующий слайд, пожалуйста. У нас, в принципе, ведем диалог с нашими партнерами, который основывается на 3 столпах. Первый – это региональный политический диалог. Мы желаем проводить диалоги на высоком уровне, в самом начале между Министерством иностранных дел и 5 стран, и немецким Министерством иностранных дел, и Афганистана, а также на национальном уровне, затем региональные рабочие группы встречаются, региональные планы, стратегии, концепции по адаптации к изменению климата. И нам дают возможность разработать совместный план действий. Я хотела бы поблагодарить Кыргызстан. Это была страна, третья страна, чей план действий был утвержден. И, в принципе, Таджикистан, и Казахстан и другие страны также. Их планы были утверждены, и я думаю, что скоро мы начнем работать на основе этих региональных планов действий. Центральной точкой политического диалога является разработка документов по региональной адаптации к изменению климата, потому что это партнерский, наши партнеры сами должны решать, какие концепции, стратегии, планы разрабатывать. И важным является важным вкладом в Центральную Азию, в разработку политики по адаптации к изменению климата, основанной на рекомендациях, представленных региональным планом действий по устойчивому развитию в Центральной Азии. Поэтому мы не придумываем велосипед, но мы просто поддерживаем те документы, которые уже были разработаны. Второй столб – это совместные региональные приоритеты. Вместе с нашими партнерами мы, я бы сказал,
сталкиваемся с некоторыми вызовами, например, такие как управление водными ресурсами, и сюда входит также управление земельными ресурсами, в частности, биоразнообразие, опустынивание, природоохранные зоны. Я также упомянула о международных экологических инструментах, а также это поможет усилить позицию Центральных Азии по использованию этих инструментов и пытаясь создать региональную группу на основе, допустим, Рамсарской конвенции, чтобы центральноазиатские страны работали лучше в этом отношении. И первый приоритет, на который мы хотели посмотреть, основан на третий столб – это усиление потенциала, значит, конференции по климату, науке, экономике. Когда в третьем столпе это вот мы работаем с нашими научными партнерами, их организациями, и те конференции, которые были организованы немецким университетом, конференцию «Шелкового пути», затем у нас был, значит, ташкентские лекции по водной безопасности, затем у нас проходили летние школы и обучение партнеров. Мы организовывали обучение для разработки инструментов по ЛОКа и GIS, которые были разработаны во время Берлинского процесса. И мы адаптируем эти документы к потребностям партнерских стран. И также я могу сказать несколько слов еще о усилении потенциала. Если вы заинтересованы узнать о нашей деятельности, вы можете обратиться к нашему веб-сайту. И если вас интересует, вы можете зарегистрироваться и получите письма приглашения, которые могут идти к вам. Следующий слайд, пожалуйста. Здесь я покажу вам только несколько фотографий с Берлинской конференции. Это все представители Министерства иностранных дел. Это начало нашей общей работы. Конечно, все были ошарашены пандемией COVID-19, и многие конференции проходили онлайн, но в следующем году мы намереваемся провести эту конференцию офлайн вновь. Следующий слайд, пожалуйста. Я не знала, есть ли с вашей стороны интерес в больше практической работе, которая осуществляется нашими партнерскими организациями. Я добавила некоторые слайды, я не буду говорить о них подробно, но вы можете видеть, что обучение и научная деятельность это относится к оперативному мониторингу, информация о водных ресурсах, работа с базами данных, доступной для всех, по мониторингу климата и водных ресурсов в Центральной Азии. Следующий слайд, пожалуйста. Я упоминала вам организации и инструменты, которые у нас сейчас есть. По прогнозу засух
Это помогает в управлении земельными ресурсами и дает информацию и позволяет разрабатывать бюллетени. Затем есть программа КАРЕК Центральной Азии. Они также работают тесно с нами вместе. И следующий слайд. На следующем слайде вы увидите достаточно интересно для вас. Это для вас, для страны с ледниками. У нас много проблем с ледниками. И мы уже со стороны Берлинского университета работаем совместно с вами, с вашими организациями. Они передают данные о ледниковых озерах. И научные данные по мониторингу ледников. Следующий слайд. Вы здесь увидите то, что я уже упомянула. Некоторые фотографии ташкентских лекций по водной безопасности, о летних школах. В этом году они проходили онлайн, но ранее они были офлайн. И они могут быть интересными для вас. И GIZ также решил организовать исследовательский центр в Германии для центральноазиатских коллег, то есть исследовательские стипендии для наших центральноазиатских коллег. Вот ПИК – это то, что я уже сказала. Здесь есть больше информации детальной. Больше не буду на этом останавливаться. И еще 2 слайда вперед, пожалуйста. Здесь вот ПИК. То, что в частности ПИК делает, и очень интересно, что они производят последние прогнозы изменения климата, и эти данные доступны, и они работают в этом плане с местными метеорологическими службами и моделируют для речных бассейнов в Центральной Азии. Следующий слайд. На последнем показана деятельность, о которой я уже говорила, в Германско-Казахском университете. Здесь показано на фотографиях, чем они занимаются. Генеральная программа, мастер-программа. Эта программа будет продолжена. Будут проводиться летние лагеря, будут проводиться тренинги и другие мероприятия. На этом я хотела бы пригласить мою презентацию. Я надеюсь, что она была интересна для вас, и я буду счастлива ответить на ваши вопросы. Спасибо вам большое.